В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Сразу два больших праздника. Сегодня вся республика отмечает ИСЭХ. А еще поздравления и слова благодарности принимают медицинские работники. Завершается прием заявок о голосовании по поправкам в Конституцию по месту пребывания. В преддверии важного события в Якутске появятся муралы. С 21 июня официально открываются все гостиницы Краснодарского края. Что нужно знать, отправляясь на курорты? В Якутии за сутки выявлено 87 случаев коронавируса, 46 человек выздоровели. География следующая. 62 заболевших в Якутске, 10 в Мирнинском районе, 5 в Намском, по 3 в Усть-Алданском и Хангаласском районах, 2 в Нюрнбергском и по одному случаю в Вилюйском и Мегино-Кангаласском районах. На сегодняшний день 28 человек находятся в тяжелом состоянии. Пока наши телезрители ежедневно узнают о количестве заболевших COVID-19, медики только успевают принимать новых пациентов и выписывать выздоровевших. В таком режиме они работают последние 3 месяца. Свой профессиональный праздник они также будут встречать в своих отделениях. Времени на чаепитие и поздравления почти нет. Тему продолжит Олеся Васева. Подойдет к тебе медсестра, чтобы укол поставить, чтобы там в вену войти иголкой. А у нее, вот понимаете, очки вот просто вот потом залиты. Я представляю, каково оно и там вот внутри. Зою Ильчук выписали из больницы в конце мая. Почти весь месяц она провела в этом здании. Инфекционное отделение Ленской районной больницы сейчас называют еще страшнее – ковидный госпиталь. Здесь работают те, кто на первой линии войны с коронавирусом. Съемки в отделении запрещены. Кадры медики сами сняли на телефон. Вот они надевают уже привычную униформу. Через 10 минут зайдут в так называемую грязную зону, в которой проведут еще один долгий день. В Ленском районе в период пандемии работают целых 3 инфекционных стационара. Очень тяжело приходится врачам, медсестрам, санитаркам инфекционных стационаров, потому что работа ведется не только при условиях наплыва, большого наплыва пациентов, но и сам формат работы. Приходится людям работать в спецодежде, вы, конечно, все это видели в средствах массовой информации, это, как бы везде все видно, да, как это достаточно тяжело чисто вот физически это все переносить. При этом большая ответственность за жизнь и здоровье людей. Непростой труд медиков увидела и Нина Лелик. Лечилась в инфекционном отделении Мирнинской ЦРБ. Диагноз COVID-19 у нее, к счастью, не подтвердился, в отличие от вирусной пневмонии. Нина Филипповна чувствовала заботу персонала больницы каждый день. Они же рискуют своей жизнью, жизнями своих семей, своих детей. Это настолько герои вот нашего времени, вот кого надо показывать по телевизору. Я очень благодарна. Просто низкий поклон всем. Ковид сейчас на слуху у всех, но другие болезни тоже не думают отступать. Правда, изменился подход к работе с пациентами. Сегодня медики оказывают только экстренную неотложную помощь в стационаре, а работа поликлиник преимущественно переведена на обслуживание пациентов на дому. Каждый такой выезд – это большие затраты времени, ресурсов и сил. Но медицинская помощь должна оставаться доступной для всех. К этому и стремятся, даже несмотря на личные риски. В России за время пандемии 489 медицинских работников умерли от коронавируса. Олеся Васева, Анатолий Кузьков, Роман Ларин. Телеканал «Алмазный край». Герои следующего сюжета – фельдшеры, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией в Алдане. О том, как проходит рабочий день эпидемиологической бригады, расскажет Татьяна Вахнина. Рабочий день начинается, и фельдшеры и медсестры, входящие в состав эпидемиологической бригады, ожидают машину. Сейчас медработникам предстоит посетить 11 адресов. У людей, проживающих по этим адресам, будут взяты анализы на COVID-19. Сложности, наверное, в том, что иногда люди нас не понимают и, бывает, не пускают. Если приходят предписания, допустим, на некоторых, они сопротивляются. Мы на них не обижаемся, боятся. 11 адресов медработникам предстоит охватить первым рейсом. Затем взятые мазки будут переданы в лабораторию. В день же бригада берет десятки анализов. Так максимальное количество проб за период работы эпидбригады превышало 150.
Но бывают как бы дни, день на день не приходится. Иногда бывает очень много, иногда бывает поменьше. Эпидбригада была сформирована в середине марта. Медработникам предписано круглосуточно находиться на рабочих местах. Тесное взаимодействие с врачами поликлиники осуществляется бесконтактно. Эпидемиологическая бригада функционирует изолированно от амбулаторной службы. Очень хорошо у нас была организована работа нашего руководства. Они нас не оставляли здесь, когда мы были все закрыты, никуда не выходили в период карантина. Нам привозили еду, очень о нас беспокоились, звонили. Мы были обеспечены средствами индивидуальной защиты полностью. В настоящее время режим полной изоляции не снят. И хотя ситуация оценивается как сравнительно стабильная, работы у эпидемиологической бригады много. Мазки берутся у всех, кто жалуется на симптомы простуды, а также охватывается круг контактов заболевших. У тех пациентов, которые с признаками ОРВИ, конечно, первым делом выезжает врач-терапевт, на дому осматривает, потом затем берется анализ, как говорится, мазок на коронавирусную инфекцию. В напряженный режим медики эпидбригады вошли без особых проблем. К спецодежде привыкли быстро. Вполне обычным делом стала санитарная обработка. Со сложностями иногда сопряжен поиск общего языка с пациентами. Сдавать анализ на ковид нужным и важным считают не все. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Лучшим сотрудником Республиканской клинической больницы номер 3 стала медсестра высшей категории отделения гериатрической неврологии Марфа Сивцева. В сфере здравоохранения она работает уже 20 лет. В свободное время Марфа занимается легкой атлетикой, теннисом, поет, танцует, играет на хомусе и очень любит готовить. В 1995 году она также даже участвовала в чемпионате по биатлону среди женщин на Дальнем Востоке. Онлайн-конкурс проходил с 23 мая по 15 июня. В нем приняли участие 11 сотрудников Республиканской клинической больницы номер 3. Всего было 5 этапов. Медицинские работники рассказывали о своем хобби, показывали свои таланты и даже делали наряды из подручных материалов. Сегодня вся республика отмечает национальный праздник якутян Исэх. Он представляет собой весенне-летний праздник в честь бога Аи и возрождения природы. Слово «исэх» дословно можно перевести как «изобилие». Эпидемиологическая ситуация в регионе, к сожалению, не позволяет провести праздник с привычным масштабом. Поэтому исэх празднуем в режиме онлайн. Учреждения искусства и культуры подготовили мероприятия, которые каждому позволят почувствовать сопричастность к общереспубликанскому празднованию. С национальным праздником якутян поздравил глава республики Айсен Николаев. Сегодня мы вместе боремся с небывалой, опасной болезнью. Мы поменяли на время свою привычную жизнь, поставив на первое место здоровье каждого человека, сбережение всего народа. Вот и сейчас мы отмечаем наш исэх, отойдя от его традиционных канонов, не взявшись за руки в дружеском круге Асохая. Но я уверен, ничто не может преуменьшить радость любимого праздника. Он живет в сердце и душе каждого из нас. Я уверен, ничто не сдержит наше желание идти вперед. В самые трудные дни пандемии мы не остановились в своем развитии. Республика работает, строит, учится. Республика живет. И в этом заслуга каждого якутянина. Я искренне благодарю вас всех, дорогие мои. В это непростое время мы опираемся на героическое наследие старших поколений. В год 75-летия Великой Победы, в год патриотизма в нашей республике мы помним и чтим легендарные исэхи 1945 года. Они возвестили о победе добра над злом, славили воинов и тружеников тыла, не склонившихся перед грозным врагом и ставших победителями. Так и мы, их потомки, победим эту опасную болезнь. Уверен, испытания сделают наш многонациональный народ только сильнее, еще крепче сплотят нас всех. Жизнеутверждающий дух исэха дает нам силу и уверенность дальше идти по жизни, трудиться и созидать ради счастья и благополучия каждого якутянина на благо родной республики и всей нашей великой России. О том, как национальный праздник отметили в социальных сетях, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров.
Эссех – самый главный праздник в нашем регионе. Это слово дословно можно перевести как «изобилие». И по традиции этот праздник отмечается 21 июня, то есть сегодня. Мы решили сделать краткий обзор социальных сетей, где жители региона запускали ряд челленджев. В этом году главный национальный праздник проходит в онлайн-режиме. Даже это не помешало жителям нашего региона встретить якутский Новый год. Так, самым популярным из челленджев стал танец «Якутские узоры», который запустил глава региона на своей официальной странице Instagram. Следующий челлендж, который также поддержали жители региона, это челлендж Сахаманы Тангага. Якутяне используют различные социальные сети, электронные площадки, выкладывали свои работы в интернет. И замыкает тройку лидеров по публикациям челлендж «Эссех в сети». Жители республики под этим хэштегом выкладывают, как они встречают национальный праздник. Многие из них переоделись в национальные костюмы у себя дома и в кругу семьи отмечают этот праздник. Показывают свой стол, наполненный якутскими блюдами. Также общественник Якутии Сардана Сыромятникова запустила сайт, посвященный празднику Эссех. Как пишет она на своей странице, люди могут найти там всю необходимую информацию об этом празднике. Сайт доступен на 3 языках. В целом в социальной сети Instagram на сегодня создано более 20 хэштегов, и в каждом из них более 1000 публикаций, а хэштег «Эссех» на сегодня насчитывает более 45 тысяч напоминаний. Дмитрий Тымыров, Якутск. В стране продолжается подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию. С 25 июня начнется раннее голосование. Оно продлится 5 дней. Граждане могут прийти с паспортом на выбранный участок, получить бюллетень и проголосовать. По данным ЦИК, в Якутии будут действовать порядка 800 участков, которые обеспечат всем необходимым в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Досрочный этап голосования проходит в Якутии с 8 июня. По подсчетам специалистов, в нем примут участие около 8000 человек. Что касается работников промышленных предприятий республики, то они смогут проголосовать по месту работы. На крупных предприятиях будут созданы временные или выездные комиссии. В России завершается прием заявок о голосовании по поправкам в Конституцию по месту пребывания. Заявления принимают через участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии МФЦ и единый портал госуслуг. Согласно последним данным ЦИК, всего принято более 1 миллиона 850 тысяч заявлений о голосовании по месту нахождения, а также более 977 тысяч заявок о голосовании о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Мой дед Кузнецов Петр Павлович воевал в Первой мировой войне, финскую прошел, Вторую мировую войну полностью прошел. Вернулся домой раненый, весь в медалях, заслуженным ветераном, проработал в шахте до пенсии. И когда начинают искажать память о Великой Отечественной войне, когда начинают присваивать подвиги моего деда и наших дедов и прадедов другим странам, это меня сильно возмущает. Я буду голосовать за 3-ю поправку и буду голосовать за все поправки 1 июля. Еще 2 новых мурала появятся в столице региона. Якутские художники рисуют граффити в преддверии голосования по поправкам в Конституцию страны. Что будет изображено на фасадах зданий, расскажет Дмитрий Тымыров. Авторы работ – якутские художники Николай Григорьев и Софья Шилова. Именно с ними Центр компетенций по вопросам городской среды республики решила реализовать данный проект. Самое важное, что наши ребята, якутские художники, они очень серьезно работали над эскизами. Вот Николай Григорьев, в частности, он, работая над этим эскизом, очень активно обсуждали мы в группе с нашими инициаторами. Это представители Министерства имущественных и земельных отношений, землеустроители республики,
которые как раз давали направление, что может быть, что может появиться в этой росписи. Художники на фасаде зданий будут наносить непростые рисунки, а с особым смыслом. То есть, рассматривая эти изображения, можно даже пофилософствовать. У меня будет изображена река, так как мы все-таки находимся, так как стена находится в Жатае, это непосредственно поселок у реки. Здесь стратегическое предприятие находится, судостроительный завод, и поэтому река это, мне кажется, очень близка жителям поселка. И здесь будет изображена семья, которая плывет по реке. По улице Дзержинского я изображаю декоративное панно с элементами природных узоров, где будет изображена природа Республики Саха-Якутия. Также будут там изображены атрибуты землеустроителей, где они будут разбросаны по частям, по рисунку. Центром компетенции по вопросам городской среды региона было предложено художникам создать муралы по мотивам, пересекающимся с темами поправок в Конституцию. И, как сообщила главный архитектор Якутии Ирина Алексеева, новые работы останутся хорошим напоминанием о ключевом общественно-политическом событии последних десятилетий. Мы, конечно же, очень рады, что можем синхронизировать свои действия, в том числе в преддверии все-таки важного российского общественного события. Мы не можем остаться равнодушными. И те символы, которые останутся на этом мурале, они, конечно, останутся памятью, что в России такое событие происходило. Художники свои работы должны завершить 24 июня. После жители и гости столицы могут полюбоваться видами. Напомним, голосование по поправкам в Конституции будет проходить 1 июля. Это важное событие в истории современной России. Будут напоминать эти муралы в будущем. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил главам регионов Дальнего Востока уделить больше внимания благоустройству городских пространств. Он отметил, что необходимо работать над созданием новых микрорайонов, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Юрий Трутнев подчеркнул, что от регионов ожидаются заявки на получение единой субсидии для работы в этом направлении. Причем необходимо ужесточить контроль со стороны губернаторов за эффективным использованием федеральных средств и качество работы строительного комплекса. С 21 июня официально открываются все гостиницы Краснодарского края. Это значит, что туристов не будут отправлять в обсерватор на 2 недели, как было до этого. И официально уже можно планировать свой отпуск на морском побережье России. Что нужно знать, отправляясь на курорты, и когда разрешат полеты за границу, узнаем в материале Максима Кардозо. Сочи снова ждет гостей. Здесь отменяют обязательную самоизоляцию для всех приезжих в регион. И кажется, главный курорт страны ждал туристов как никогда. В городе обновили набережные, оборудовали пляжи, открылись летние веранды. Снимаются практически все ограничительные меры. Открываются торговые центры площадью до 800 квадратных метров, открываются гостиницы, отели и так далее. В общем, друзья, с 21 числа официально вы можете без всяких проблем приехать в город Сочи, отдыхать. Вода чистая, кристальная, прозрачная, купаться уже можно. Температура воды у нас составляет 23 градуса. Кстати, на пляже носить маску будет не обязательно, но самое главное послабление – это свободное заселение в гостиницу. Справка о вашем здоровье не нужна. Но если вы хотите в санаторий, то здесь без дополнительных документов не обойтись. Причем нужно сразу 3 справки. И это правило действует по всей стране. Выписки из, скажем так, курсовки, да, это состояние здоровья, это выдается в любом медицинском учреждении. Справка об отсутствии вируса и справка о так называемом санэпидокружении. По мнению экспертов, в этом году туристы будут активно путешествовать внутри страны. Этому способствуют закрытые границы. Причем россияне поедут не только в Крым или Краснодарский край. Впервые в истории крупнейшие туроператоры запустили чартеры из крупнейших городов в Калининград и в Бурятию. Но многие наши соотечественники даже за пределы своего региона выезжать не собираются. Те, которые я знаю, никто не собирается выезжать вне республики, они ищут туры внутри республики. Видимо, это приведет к тому, что увеличится поток внутри республики. Но мы к этому готовимся.
Не исключено, что этим летом можно будет улететь в отпуск и за границу. Авиасообщение со странами СНГ, например, возобновится с 15 июля. Правда, есть ограничения. Пока путешествовать можно будет лишь в 3 случаях – лечение, учеба и решение семейных вопросов. Сроки открытия других стран пока неизвестны. Хотя некоторые перевозчики уже продают билеты на регулярные рейсы с вылетами после 1 августа. Но, тем не менее, пока ничего не объявлено. Иными словами, мы можем предположить, что эти билеты, может быть, будут перенесены на более поздний срок, если с 1 августа ничего не открывается. Туристический бизнес – один из самых пострадавших от коронавируса. По мнению экспертов, к докризисным показателям отрасль сможет вернуться только в следующем году. А пока остается надеяться, что этим летом все-таки получится отдохнуть, без масок, справок и других ограничений. Максим Кардозу, Москва, Якутск, Сочи. На этом все. Оставайтесь на нашем телеканале.